Покупать и читать в тихом месте газету когда-то было целой культурой. Люди ждали каждую неделю ее выхода, а в день выпуска печатное издание скупалось с киосков за раз. Однако сейчас к газете в большей степени прибегают лишь люди преклонного возраста. И то не все, признается продавщица газет Фатима Токталиева. С каждым разом продаваемость газет становится все ниже, не говоря уже о журналах. Их теперь практически никто не покупает. В день продаю по 2-3 газеты, и то не каждый раз. Чаще всего мы обратно сдаем купленные газеты даже за сумму ниже себестоимости. То есть мы уходим в минус. Сейчас выгоды искать от продажи печатных изданий нет вообще. А вот правительственные газеты мы совсем не берем, потому что спроса на них практически нет. Поэтому нам несколько лет тому назад разрешили дополнительно продавать другой товар тоже, потому что жить на продаже одних газет невозможно. Объяснить причину, по которой люди перестали покупать газеты, просто. Смартфоны и интернет плотно засели в жизни каждого человека. Все новости, события и другую информацию ведь можно получить, не выходя из дома и не тратя на это лишние деньги. Такого мнения, как оказалось, придерживается опрошенная часть бишкекчан. Журналисттер ушул хурч маселелерди көтөрүп, да калыс ойлорун, элдин пикирин билдиришсе жакшы болор эле. Слишком красиво написано все. Не хочется вериться. Телевизордан. Ну, интернет сейчас в основном же. Для молодежи особенно интернет. Газеты читают бабулечки. Электронную версию только читаем. На сегодняшний день в Кыргызстане несколько десятков печатных изданий, и труднее всего приходится частным газетам. Большинство владельцев печатных СМИ задумывают перейти в интернет и издавать свою газету в глобальной сети. По словам редакторов газет, причина, по которой рейтинг газет падает, кроется и в качестве публикуемых материалов. Однако интернет никогда не может заменить печатное издание, считают специалисты. Интернет – это, конечно, хорошо. Там оперативная новость. Каждый, по сути, может что-то снять и быть журналистом. Однако газета несет в массы просвещение, культуру и образование. Вот это наше преимущество перед социальными сетями. Сейчас в мире рейтинги газет довольно высоки. Возьмем, к примеру, Нью-Йорк Таймс. Американцы ждут с нетерпением выхода каждого номера. Просто пользоваться газетой надо правильно. В то же время, по мнению отдельных экспертов, несомненно, место печатных СМИ ничем не заменимо. Однако нашим журналистам в газетах необходимо больше писать аналитические материалы, проверять источники перед публикацией материала и в целом обращать внимание на качество статей или колонок. И, возможно, в этом случае аудитория у печатных СМИ увеличится. Сейчас уровень кыргызской журналистики в печатных СМИ по сравнению с журналистикой Советского Союза намного ниже. Раньше за одну ошибку в статье увольняли, а сейчас даже в одном предложении 10 ошибок. Журналист все еще сидит на своем месте. Это происходит потому, что газеты сейчас в большей степени частные. Наши журналисты, к сожалению, сейчас пишут на уровне уличного стиля, на уровне колхозника и совхозника. Это очень огорчает. Кроме этого, очень много корректурных ошибок в печати. Все это показывает уровень и безграмотность журналистов. По отчетам международных организаций, которые проводили расследование печатных СМИ Кыргызстана 5 лет назад, выяснилось, что издания не соблюдают нормы международной журналистики и профессиональной этики. Также отмечается отсутствие солидарности журналистов. Айдамат Бекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.